насколько это возможно, наблюдаю, получаю информацию. С разными людьми, вы видели, встречаюсь. И Медведчук, там, и представитель президента Порошенко здесь, в этой группе в Беларуси, что работает трехсторонне. Он приезжал. Это сторонник президента Порошенко. Тимошенко я лично знаю. Я много раз с ней встречался, знаю ее как человека. Зеленского не знаю. Но пусть на меня не обидится и Зеленский, там, я без фамилии хочу сказать, вы у меня спросили, почему, какова причина того, что вот человек, которого, ну вот такой человек оказался на первом месте, которого не знают. Знаете, похоже на нашу предвыборную кампанию в середине 90-х. Даже Голубев не мог подумать и представить, что меня изберут президентом. Да и я никогда не думал. А вот взяли и избрали. Почему? Потому что ситуация сложилась. Люди очень плохо отреагировали на то, что происходило. Вот это бандитизм, это стрельба, воровство, разворовывание, коррупция. Только союз распался, уже начали хватать, кто мог, кто ближе был во власти. И люди таким образом отреагировали, избрав, ну, я, может быть, чуть больше был известен, но, конечно же, не первым кандидатом в президенты. Вот это реакция вашего общества. Но президентом будет Порошенко. Точно? Да, абсолютно. Он выйдет во второй тур, может быть, Зеленский, может, еще с кем-то, ну, предпочтительно с Зеленским. И тот, кто проголосовал уже за Зеленского, наверное, те за него и проголосуют. А те, кто за других проголосовал, отдадут голоса Порошенко. Ну и Порошенко же еще последнего слова не сказал, подождите. Там еще много слов. Но я так, знаете, говорю не абсолютно точно, но просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит. Но дай Бог, чтобы там было поспокойнее и чтобы мы не влезли в большие авантюры в Украине. Ни в коем случае это допустить нельзя. Но вы же знаете, что сейчас